Бешеный темп жизни, погрузивший человечество в поток постоянных перекусов, уличной еды и фастфуда, сегодня побуждает человека все больше проводить время с семьей, тем самым возрождает культуру совместных трапез. Будь то праздничное застолье, либо ужин на двоих. И тот, и другой вариант диктует за собой определенные правила. Но, во-первых, по сервировке стола, ну а во-вторых, по обслуживанию в ресторанной сфере. Сегодня в рамках нашего проекта мы испытаем это все на себе. Ну а самое главное, мы получим полезные знания. Испытано на себе. Сегодня мы находимся в ресторане «Старый город», где я буду проходить стажировку по специальности официант. И в этом мне поможет опытный человек. Это управляющая ресторана Сардана Вячеславовна. Также она является у нас преподавателем Северо-Восточного федерального университета по сервису. Здравствуйте. Добрый день. Ну, вообще сервировка стола – это определенная наука, я бы сказала, да, культура. И здесь есть множество нюансов. Зачастую мы сервируя свой праздничный стол, не обращаем на это внимания. На самом деле здесь есть свои правила, каноны и требования. Да? И, в принципе, профессия официант обязует знать эти правила. Правильно? Правильно. Вот с чего все начинается, Сардана Вячеславовна? Ну, когда к нам приходит стажер, мы сначала его ознакомливаем. Он проходит 2 недели стажировки. 1 неделя – это изучение только посуды, знакомство с помещением, с персоналом, и потом уже изучение меню. Ну, и изучает меню, и потом сдает аттестацию, и если успешно прошел, то уже приступает к обслуживанию. Вот. В разных ресторанах, в разных банкетных залах посуда разная, сервировка разная, концепция разная. Итак, приступаем. Вот это вот подготовка рабочего места. Да? Мы с вами сегодня покажем сервировку на 2 персоны, поэтому мы подготовили на 2 персоны. Сначала по правилам сервировки используется тарелка, скатерть, да? Скатерть мы будем. Скатерть у нас отдельно подготовлена. Далее тарелки, это фарфоро-фаянсовая посуда. Тарелки мы используем либо сервировочные, либо мелкая столовая тарелка. Размер у них бывает диаметр 24, 26, 28. Даже бывает сервировочная тарелка до 30 сантиметров, то есть большие. Да? Это по выбору ресторана, да? Да, или... это по выбору, зависит от концепции ресторана. Но не зависит от того, какое блюдо будет подано на нем. Сервировочная тарелка предназначена именно только для красоты, для стилистики именно данного ресторана или банкетного зала. Можно использовать сервировать без сервировочной тарелки, либо сервировочную тарелку, если используете, то она стоит до конца трапезы. Вот здесь. То есть поверх мы потом ставим поверх ставится тарелки с блюдом. Да. Вот поэтому многие начинают Но перед подачей десерта сервировочная тарелка с горячим блюдом убирается. И перед подачей десерта у нас стол должен быть чистый. Чистый. Хорошо. Так, далее пирожковая тарелка. Как вы видите, у нее размер маленький, 14-16 сантиметров в диаметре. Используется для подачи хлебобулочных изделий, либо пирожных. Так, после фарфоро-фаянсовой посуды, то есть тарелок, мы используем приборы. Поэтому мы приборы подготовили специально таким образом, чтобы было удобно официантам работать. Ножи, как видите, справа, а вилки слева. Мы используем... У нас сегодня покажем, как закусочными приборами и столовыми приборами, поэтому 2 прибора. 2 варианта. 2 варианта, да, будет. Ну и на десерт у нас будет чайная ложка. Используется десертная ложка, либо вилка-нож. Это зависит от вида десерта. Далее, после приборов мы будем использовать стекло, то есть стеклянная посуда. Стеклянную посуду нужно расставить таким образом, чтобы вам было удобно работать. Часто официанты делают ошибку в неправильной подготовке рабочего места, из-за этого у них больше времени уходит на сервировку. Итак, вначале мы сервируем бокал для воды.
Если у нас есть шампанское в меню, мы сервируем бокалом для шампанского, в данном случае флюте. Для подачи шампанского используются 3 вида бокала. Привычно вот такой Да, вытянутый. привычно. Да, вытянутый. Это за счет того, что когда узкая горлышко, форма, да, за счет этого пузырьки, то есть игристые вина, они как бы меньше пузырятся и дольше сохраняют вкус. И, конечно, раскрывают вкус. Да? Либо же, если вы хотите быстрее насытиться игристым вином, тогда можно использовать блюдца для шампанского. Даже такое бывает, да? Очень интересно. Бокал для белого вина. Бокал для белого вина, он у нас отличается от красного тем, что он имеет узкое дно и горлышко, да, и высокое. За счет этого белые вина, они более раскрываются. И вы знаете, что белые вина необходимо подать при температуре 12-14 градусов, поэтому охлажденные должны быть. И за счет этих молодые белые вина, они больше раскрываются именно в таких бокалах. А красные вина? А красные вина тоже можно подать вот в таких бокалах. Например, бокал для воды и бокал для красного вина, чем они отличаются? Бокал для белого вина, для воды он имеет емкость 300-350, больше и выше должен быть. Да? А бокал для красного вина, он чуть ниже бокала для воды и отличается от бокала белого тем, что у них разные формы. Да, дутенькая, а здесь вытянутая. Вытянутая, да. Тюльпанообразная, да, можно сказать. Тюльпанообразная, да. Вот. Теперь также используется рюмка. Рюмка используется для крепких напитков. Всегда рюмки нужно держать за ножку. Почему? Потому что это зона гостя, это зона официанта. Если вы будете держать таким образом, то вы оставите следы пальцев, тем самым это не гигиенично, да? С внешним видом не эстетично, конечно. Правильно. Поэтому необходимо держать, если вы сервируете, за ножку. Хотела бы еще сказать, по стеклу, да? Хайбол. Хайбол часто у нас ставят на банкетах. На морс. Да, и часто некоторые ошибочно на воду. Вода всегда подается в бокале, а соки, напитки прохладительные подаются в таких хайболах, стаканах. Также можно использовать такую сервировку, допустим, бокал не использовать, а использовать хайбол и шот. Да? Обычно используют такую сервировку стекла на поминках, а для торжественных свадеб, юбилеев стараются использовать все на ножках. Более праздничный вариант, Более праздничный вариант, да. Ну и, как вы заметили, емкости разные. Белые вина рекомендуется подавать 120-130 миллилитров, да? 100-120 миллилитров, и красные вина 100-130. Побольше можно. Побольше может быть, да. Хорошо. Наливаете, допустим, если это бокал для белого вина, делите чашу на 3 части и 2/3 наливаете. 2/3. Никогда полные не делаете, никогда половину, а 2/3. Даже 1/3 можно для дегустации, например. Для бокала шампанского, чем оно отличается? Шампанское тоже подается в охлажденном виде, поэтому охлаждается для того, чтобы пена не сильно была видна, и, соответственно, тонкой струей нужно наливать тоже 1/3 либо 2/3. Никак не полный, а то произойдет фиаско. Итак. Также следующим правилом является сервировка после стекла салфетки. Салфетки мы складываем изнаночной стороной, чтобы они не запылились. Складываем вдвое. И далее будем использовать его. Да? Потом
иногда еще используют напероны из столового белья. Напероны – это ткань, которая используется для декора стола, также используется для разделения стола на две зоны. То есть зона одного гостя с противоположной стороны и зона второго гостя. После салфеток идет сервировка уже набором соль, перец, также салфетница. Испытано на себе. Итак, прежде чем начать, мы с вами ознакомились с видами посуды, приборами, да, столовым бельем. Также мы используем полотенца для полировки посуды. И сейчас вы научитесь полировать правильно посуду. Да, это немаловажно, потому что зачастую даже дома, да, этому уделяется определенно очень много времени. Ну и мне кажется, если правильно это делать, то это все ускорит процесс. Да. Возьмите, пожалуйста, полотенце. Размер полотенец у нас бывает 60-80 сантиметров. Это зависит от того, сколько мы посуды должны вытереть. Да? Ну, стандартно 60-70. Теперь начинаем со стекла всегда. Берете бокал и держим за ножку. Классический вариант – это когда вы держите за ножку. Большим пальцем большим пальцем засовываете все сюда, да, вот в середину, и 4 другими пальцами как бы обволакиваете и круговыми противоположными движениями делаем полировку. Теперь смотрите, по технике безопасности, когда вы держите, да, особенно когда бокал хрупкий и ножки длинные, бывает, когда вот полируют и раз скол, да, или бой. Треснуло, да. Треснуло, либо бой, не дай бог. Поэтому что делают? По технике безопасности я рекомендую, допустим, держать таким образом за донышко. Вот так. И таким образом полировать. Затем мы смотрим на свету. Есть ли у нас капельки? Есть ли у нас капли, либо остатки, иногда бывают остатки от вафельных полотенец, чтобы этих остатков у нас не было. И не касаясь руками, ставим на стол. Вот если все эти правила соблюдать, то на сервировку стола уйдет, я не знаю, уйма времени, да? Поэтому лучше эти знания, да, применять чаще. Плюс еще у нас используется тарелку, да, как мы полируем. Тоже, если говорить о тарелке, то это зона гостя, получается, что здесь еда. По санитарии мы не можем вот так держать. Обычно вот держат официанты таким образом. То есть на подушечку большого пальца и придерживаем 4 пальцами снизу. Таким образом мы держим, да, когда подаем блюда, либо когда транспортируем с кухни на зал. Теперь, когда вы ставите на стол, можно держать таким образом. Это ж можно уронить. То есть минимально касаемся полей Тарелки. тарелок. Таким образом вот ставим и помогаем. Вот так, хорошо. При полировке необходимо держать левой рукой тарелку, правой рукой полируете. Так нужно еще круговые движения использовать, да? И заднюю часть. Также на свету смотрим, остались ли у нас следы пальцев, либо капли воды. И таким образом, не касаясь опять-таки руками, ставим на стол. Вот. Это вот несколько таких техник. Еще полотенце для полировки, либо салфетку можно использовать как ручник. Берем ручник. Давайте так вот подготовимся. И складываем следующим образом. То есть нет, не так. Уже не так. Вот к середине. Вот складываем. на 4 части. И складываем вдвое. То есть в 4.
Таким образом. Теперь, смотрите, мы лицевой стороной не исправляем, а тыльной стороной ладони. А, я уже вот так делаю. Мгм. Неправильно, вот так. Мгм. Как вы сделали? Вот так. Расправляю. Теперь, видите, вот с этой стороны эта часть и эта часть. Эта часть, она целая, да, должна смотреть на гость. Так, а где у меня гость? Наоборот. Мгм. Гость у меня с той стороны. Обычно у официантов на левой руке ручник должен стоять, Хорошо. да? На левой И руке. ручник всегда спереди чуть короче, ближе к телу чуть длиннее. А, то есть не на одном уровне, да? Мгм. Вот так. Вот так. Это для красоты, А он находится не на запястье, а вот поближе сюда. да? поближе, да. Вот так. Так, и еще ручник, как часто думают, что официанты для красоты используют, но на самом деле ручник является как бы предотвращением, ну, как бы по технике безопасности часто его используют, да, и такой вариант тоже есть. Когда вы вот складываете вдвое, Мгм. ставите и указательным пальцем, как бы оставляете указательный палец в середине, ага, и 3 пальцами придерживаете так. Здесь должно быть, чтобы здесь одинаково А, было. в этом случае уже на одном уровне, да, Мгм. должно? То есть, Понятно. Ой, вот так вот. еще. Вот так. Мгм. А, вообще. Вот так вот мы держим. Допустим, когда подаем, держим, допустим, да, при подаче горячих блюд, температура горячих блюд 65-70 бывает, да, ну 60-65 градусов. Тарелка должна быть подогрета до 40 градусов. А 40 градусов это когда руки чуть ли не обжигает. А когда официант подает очень много, обслуживает больше гостей, естественно, может ожог. Поэтому Чтобы ожога не было, мы используем вот ручник. вот так вот. Мгм. Также ручник можно использовать следующим образом. Мгм. Не запрещается тогда делать. Мгм. То есть ручник это вообще по технике безопасности используется для официанта. Испытано на себе. Мы складываем скатерть определенным образом, чтобы продлить срок эксплуатации скатерти. Итак, вот хотела показать вам. Например, изнаночной стороной берем, складываем вдвое и складываем еще, да? Затем с обеих сторон складываем друг к Центр, другу в центр и вот так. Таким образом официанты хранят скатерть. Мгм. Да? Вот. Теперь при сервировке, как мы сервируем? Официант должен стоять спиной к двери. Это на случай, если вдруг необходима будет замена при гостях. Мгм. Но замена скатерти при гостях, не оголяя столешницу, используя чистую, ну, грязную скатерть, которая на столе, и чистую скатерть, которую должен заменить официант. Мгм. В данном случае мы предполагаем, что у нас зал пустой, Пустой, и поэтому рабочий день начинается, и мы пока на голом столе показываем. Да? Теперь я вам показываю, а вы будете повторять. Мгм. Нет. Такой простой способ А вот накрытия как стола. понять, что вот это центр и это центр? Вот это вот именно линия складки, да, которая показывает именно центр скатерти. Итак, Мгм. И желательно, чтобы когда вы накрываете стол скатертью, желательно изначально заказать таким образом скатерти, чтобы они не касались стульев. Например, можно сделать таким образом, да, чтобы, да, расстояние должно быть. Да? расстояние, ну чуть-чуть, вот таким образом. Испытано на себе. Теперь возьмите тарелку. Мгм. Помните, а как мы помните, помним, как учили? уже неправильно, да, вот учили так, зону гостя не нарушаем. Стоим прямо по стулу, да, и ставим тарелку. Теперь смотрим от края стола, примерно 2 пальца должно быть.
расстояние. И друг напротив, когда мы сервируем, середина тарелки и середина тарелки напротив должны быть на одной линии. Ну, плюс-минус у нас так, да? Вот так, да? Поэтому нужно это смотреть. Бывает, во многих банкетных залах сервируют иногда вот стул поставили так, и получается внешний вид стола некрасивый, несимметричный. Поэтому на симметрию тут очень смотрят. Следующий этап у нас, возьмите пирожковую тарелку. Беру. И на правой руке держим, левой рукой ставим слева. Так, слева это... Пальчики. Ой, опять не так взяла, да? Вот. О, Господи. Придерживаем правой рукой, чтобы не упало. И слева, оставляя 4-5 сантиметра, ставим пирожковую тарелку. Теперь смотрите, при сервировке также есть определенные правила. Середина сервировочной тарелки и середина пирожковой тарелки должны быть на одной плоскости, на одной линии, либо же Чуть выше. верхние края должны быть на одной линии, либо середина пирожковой тарелки и верх сервировочной тарелки на одной линии, либо вот такой вариант тоже есть. Это самый простой. На одном Самый уровне. простой. Здесь оставляем в зависимости от того, сколько приборов мы будем ставить. Если у нас один прибор, достаточно 2-3 пальцев, да? Если же у нас максимальное количество сервировки, то целая ладонь. Так, и тогда у И вас с этой получается, стороны обхожу, в правой руке несу, И левой левой беру и и ставим. ставлю вот сюда по одной линии. И пальцы оставляю. вот так. Да? Можно вот сложный центру, вариант, да. либо вот так. Так, вот по одной вариант. линейке ставим. Окей, все, оставили. Далее. И теперь приступаем к сервировке приборов. Ножи справа. Сейчас расскажу для чего. Вилки. Здесь именно когда вы сервируете, особенно когда большое количество посадочных мест, необходимо отталкиваться от того, удобно это официанту или нет. Раньше говорили, что нужно сервировать вилку левой рукой только, а ножи только правой рукой. А сейчас именно преимущество в том, что удобно официанту, значит ему хорошо. То есть мы пытаемся больше делать таким образом, чтобы официанту было удобно работать. Ножи должны быть вот именно Столовую, сюда. да, лезвием к тарелке обязательно и на одной линии вот с краем тарелки. Справа ножи, Слева вилки. И ставим чайную ложку, если она у нас есть, десерт, да, ручкой вправо. Почему? Потому что ложка у нас всегда справа лежит. Так, ваша задача. Беру повторить. Но здесь легко, я вижу все. Так, ножи справа, лезвием к тарелке, а круглый и вот круглый сюда. А теперь вопрос на одном уровне. Круглый, округленный нож для чего? Вот этот нож специально, да, выделили, это столовый нож Для чего? для горячих блюд из мяса и закусочный нож для закусок, холодных блюд, салатов, может быть, Вилка вилка столовая, столовая и ближе вилка к тарелке, большая, да? она? И вилка маленькая. маленькая закусочная. Итак, что мы делаем? Почему такая расстановка? Это по последовательности подачи блюд. Сначала подаем мы закуски холодные, поэтому закусочные приборы. Сначала, потом закусочные приборы с тарелкой закусочной убираем и подаем горячее блюдо. Для горячих блюд у нас мы используем столовые приборы. Испытано на себе. И ставим. Лучше ставить, конечно, бокал для воды. Начинать, да? Вот бокал для воды.
Над ножом. над столовым ножом. Он всегда стоит здесь, не меняется. А уже остальные могут меняться. Бокал для мяса, бокал, ну, красного вина, белое вино и рюмка. На одном уровне. На одном уровне можно. Расстояние должно быть между чашами половины сантиметра. Да? Тут стили сервировки разные. Может быть вот такая, может быть такая. Как вы думаете, почему такая? Потому что... Вот, подаем закуску. К закуске у нас крепкий алкоголь идет. Выпили, поели, убираем. Белое вино, рыбу подали, рыбу съели, белое вино выпили, убираем. Красное вино пододвигается сюда, наливается и потом убирается. Бокал для воды остается на месте. Внимание, здесь мы не используем вот этот стакан хайбол, бокальчик хайбол, да, для соков. Если вдруг у нас все же на нашем ужине есть сок, к примеру, либо морс, то... Если сок, то мы можем использовать, допустим, вместо воды, да, поставить хайбол. Если у нас воды нету, морс. Можно такой А если есть и вода, и вода, и морс, то в этом случае воду и морс у нас пьют часто, поэтому они стоят на одном месте, да, и уже вот таким образом можно сервировать. Но при сервировке морс подают по мере, да, досервировывают. А для торжественности, для красоты стараются сервировать не более 4 стеклянной посудой. А вообще в идеале, конечно же, 3. Самый лучший вариант. Он более торжественно смотрится и красиво. Очень много нюансов, Сардана Вячеславовна. Действительно, мир сервировки стола – это отдельное, да, искусство. И здесь очень много своих тонкостей и нюансов. Да? Если, в принципе, все вот так мы красиво засервировали, финальный этап – это? Салфетка, наборы для специй и ваза. Так, теперь сюда подходим. Берем салфетку, складываем ее треугольником к себе. Подравниваем. Вот так. Теперь, придерживая делаем к себе, вот так вот, да. И есть несколько вариантов, которые можно использовать. Вот сверху берем, переворачиваем. Нет. Вот так переворачиваем. Теперь снизу вверх складываем и вот так поставили. Все, она не развалится. И вот таким способом берем. И Минимум касаний, потому как это салфетка гостя. Это салфетка гостя, и оно должно смотреть на гостя. Либо вот слева, либо справа. В зависимости от того, где у нас вход. Но есть такая тенденция в последнее время, когда эффект вау хотят банкетные залы, то у входа, чтобы все салфетки туда смотрели. Допустим, если вход у нас с той стороны, чтобы все салфетки смотрели туда. Интересно. Но, на мой взгляд, я считаю, что салфетка предназначена для гостя, и поэтому лучшая сторона салфетки должна смотреть на гостя. На гостя, правильно. Все лучшее гостям. Так, все. А вот сейчас финально. Ставим соль, перец. Ну вот тут смотрите, набор соли, специй, также салфетница, да, мы можем ставить на середину
но заметьте, что у нас место, да, маленькое. Если у нас на 2 персоны, то желательно ставить салфетницу, соль, специи вот сюда, скрываем, да, и вазочка у нас может быть. Ну, можно поставить, допустим, стакан, и тут цветок. Вот так должен выглядеть идеальный стол для двоих, ну, к примеру, на романтическом ужине, правильно? А если все-таки сервируем мы на 100 человек там, или на 30, то, соответственно, количество приборов нужно минимизировать. Да, это называется предварительная сервировка, когда используются только Основные, да? основные приборы. Это у нас столовые нож и вилка. И один бокал. Один бокал – это предварительная сервировка. Либо для того, чтобы уменьшить работу официантам, можно поставить бокалы. Очень интересно. Спасибо большое, Сардана Вячеславовна. Конечно, работа у вас не из легких. Это совсем нужно следить, быть внимательным, да. Но с другой стороны, это такое некого рода творчество, да. Это знание, это все-таки действительно определенного рода багаж, да, который вы несете в массы, да. Ну и, конечно, это культура. Надеюсь, что благодаря нашему выпуску сегодня мы чуточку своей вот нотки в развитии вообще культуры нашего сервиса, да, мы внесли свою лепту в это, правильно? Спасибо вам большое. Я думаю, для кого-то наш выпуск будет определенным мастер-классом. Можно взять на заметочку, запомнить, пересмотреть и новогодний стол, к примеру, украсить уже по всем правилам. Спасибо большое. Испытано на себе. Для работы официанта необходима еще одна способность – это работа с подносом. Когда мы работаем с подносом, вы часто, наверное, в ресторанах видите, когда они вот ходят, да, держат. Это категорически вообще запрещается. Лучше держать на уровне груди, на левой руке, да, и если тяжелое, придерживать правой рукой. Не выше плеч, на уровне плеч, да, именно на уровне груди. То есть, и когда вы подходите к гостю, не будете же вот так вот, да, гость же у нас сидит. Вот поэтому, я, да, ага, например, вы сидите, поднос у меня вот тут, несколько вот шаг вперед делаю, поднос отодвигаю назад, отсюда беру и подаю. А то бывает поднос возле лица. И бывает иногда так вот делаю, так возьмите, да, это ошибка. Оно должно быть за моей спиной поднос. Испытано на себе. Салфетка у меня должна быть на коленях. Вы сидите такая вся деловая, ждете, я вам приношу салатик. Отвернулась от вас, вы на меня не смотрите. Рукой вот так вот пальчик держу. Шаг вперед делаете вот так и ставите. Поставила. Осторожно, не шумим. Все, и отходим. Ухожу. Потом с левой стороны идете. Отсюда опять иду. Поднос на правой руке. Поднос на правой руке. И с левой стороны берете тарелку. Когда поели? Уже все, когда, допустим, вот гость поел, можно убрать. Осторожно. Ой, ваш поднос неправильно. Сюда уношу. То есть официант подает справа, а забирает слева. Но есть такие способы подачи, как французский способ подачи, когда при подаче горячих блюд основное блюдо подается справа, гарнир подается слева, правой рукой. То есть свои нюансы тоже бывают. Да. Но это зависит от способа подачи, как задумал шеф подачу, ну и как задумал подачу официант. Но по классике все-таки подаем справа, забираем слева. Так, ну это в принципе основы основ. Значит, правильно засервированный стол, правильное поведение официанта. Но мне кажется, там нюансов еще больше, да? Да. То есть как поднести, убрать, немножечко капельки убрать, так, крошки. Это еще, наверное, выпуска 3 нашего проекта. Но в целом все понятно. Основные правила сервировки запоминаем. Дали вам лайфхаки, как запомнить, где вилочки, девушки, откуда подносят, откуда забирают. Ну и в целом самое главное быть, наверное, улыбчивым, добрым. Улыбчивым, внимательным и, главное, любить своих гостей. Гостей. В этом случае, даже если что-то уроните, все будет простительно, правильно?
Испытано на себе. Знакомьтесь, Слепцов Дмитрий, студент Якутского техникума сервиса, а также уже действующий официант, да, одного из самых известных ресторанов нашей столицы, а также еще и победители различных конкурсов по сервису, да, поэтому сегодня именно он расскажет нам о том, как можно красиво оформить салфеточки. Правильно, Дима? Конечно. Здравствуйте, Дмитрий. Еще раз здравствуйте, Дарья. Ага. Дмитрий, ну вот прям у вас и осанка правильная, и ручки правильно сложены, прям и дикция хорошая. Вот вы реально выбрали себе профессию официанта? Прям к этому шли? Ну нет, это все привело к тому, что я всегда любил заботиться о людях. Всегда, когда были праздничные столы, задумывался о меню, может быть, о рассадке гостей. И вот все это так привело к деятельности официанта. Но сегодня ты, наверное, один из самых образцовых, да, учеников. Мы чуть-чуть его немножечко похвалим, потому что действительно он работает в одном из лучших ресторанов на протяжении долгого времени, да? Уже сколько? 2,5 года. 2,5 года. А работать в ресторане это не так легко, поэтому 2,5 года у тебя как, наверное, за 5 лет в простой, допустим, организации, сидя за компьютером, да? Конечно, кардио ежедневные. Кардио, так, стресса, еще устойчивость нужно быть, да? И учишься. Оказывается, существуют еще и конкурсы. Конечно, в марте у нас проходили конкурсы по молодым профессионалам. К нам приезжали гости из Казахстана, показывали свой опыт, делились опытом, тоже дружеские отношения уже завели. И, конечно же, у нас преподаватели вводят большую практику и любовь к своей профессии. Поэтому опыт у тебя колоссальнейший. Конечно. Хорошо, ну давай. Сегодня впереди у нас, значит, новогодние праздники, и сегодня мы дадим такой небольшой мастер-класс хозяюшкам, как можно красиво оформить салфеточки. Ну, то есть это основные моменты ресторана в сервисе. Ну, не обязательно. В дома тоже можно использовать тканевые салфетки, потому что экологически чистые, да. Можно, например, на салфетках вырезать свои вензели фамильные, тоже как добавление уюта, может быть, да? И такого некого Конечно. момента культуры, да, то есть это твое семейное. И практично. Один раз их сшил, инициалы сделал, вензели, да, и пользуешься Простирал. из поколения в поколение. Конечно. Отстирал. Ну что, давай, рассказывай. Первый вариант. Давайте начнем с простого, да? Книжка ее называют. Для того, чтобы нам ее сделать, нам нужно повернуть обязательно салфетку на изнаночную сторону. У салфетки бывает изнаночная сторона и лицевая. Нам понадобится изнаночная. Чтобы ее сделать, нам нужно ее сложить пополам. Так, И обязательно нужно проводить руками вот, вот так. да, тыльной стороной, ну, лицевой, можно сказать. И дальше нам нужно ее сложить, так скажем, 3/4, оставив здесь площадь. Небольшой, да? Мгм. Тоже проводим. Вот, опять вот так. У меня все наоборот. И И так вот складываем. хорошо. Дальше просто так, складываем. Все. Это книжка. Да, и мы можем ее положить, к примеру, вот так. На тарелочку. На тарелку, будь она на столе у нас сегодня. Либо просто на скатерть. И либо вот так вот горизонтально. В зависимости уже от настроения, да, с вашего застолья. Ну, тут все просто, даже можно повторить. Итак, вот так сложили пополам, оп, оставили немножечко зазорчик и сложили. Вот так. И Затем вот так. И вот так. Все. Вот 2 идентичные салфетки у нас получились. Да. очень хорошо. Дальше можем Понятно. показать елочку, да? Елочку. Новый год впереди, давайте В елочку. преддверии новогодних праздников. Тоже нужно Опять. будет ее пополам сложить, салфетку нашу. Проводим. И еще, получается, в четверть складываем. Четвертиночка есть у нас. Теперь здесь немножко нужно ловкости, чтобы был одинаковый расстояние между салфетками. Оставляем, Между да? сторонами салфетки. Вот здесь. Да, Примерно по 2 сантиметра, если не изменить. видите, тоже инженерия, да? Да, Нужна да, да, да. официанту. Так, Успеваете, сделали. Дарья? Да. И вот так вот попробуйте, как я, взять салфетку и перевернуть ее. Взять салфетку. И переворачиваем. Тогда вот то, что все наши старания останутся на салфетке. Зафиксированы, Мгм. да? Дальше. Дальше нужно, тут тоже нужна хитрость, внимание, да? Мгм. Держите. Вот. И вот, От центра, да, вот вот так. в эту сторону. Также с этой стороны. Ага, вот у нас уже, я вижу, по-моему, ряды елочки. И также с этой стороны. Тоже. А вот теперь, чтобы это все дело не развалилось, Ну, тут она уже зафиксированная, можем без страха ее переворачивать. Я еще рекомендую обычно ее чуть-чуть подправить, да? Чтобы линия была видна. Можно
так вот. Выворачиваем Да. наши ряды и друг друга И, убиваем. и цвет салфетки тоже подходит, да? Как будто бы елочка снегом покрыта. И конец тоже вставляем вовнутрь. Можно оставить ее лежа, либо же так красиво, приподняв ее, уже выставить на стол. Здорово. Ловкость рук и никакого мошенничества, да? Посмотрите, какая красота. Елочка. Ну, кстати, только кажется, что это было легко повторить. Пусть наши зрители тоже постараются дома. Можно тренироваться на обычных бумажных салфетках и потом уже вкладываться в тканевые. Какими качествами должен обладать официант? В первую очередь ответственность, конечно. То, что мы отвечаем за праздник человека. К примеру, человек празднует юбилей, да, и доверил ответственность нам. Мы должны максимум усилий приложить, чтобы человек был рад, то, что выбрал наше заведение, наш персонал, да, и, конечно же, запомнится ему, да. И, к примеру, я знаю многих официантов, у которых есть уже свои связи, да, дружба с гостями. Я очень радуюсь, когда мне рассказывают о таких моментах. Мы даже видим, что у тебя тут знак есть. Лучший по профессии участник конкурса, и вот вилочка и ножичек. В октябре у нас проходили соревнования между ресторанами, где Ассоциация гостеприимства выявляла ресторан с лучшим сотрудником, официантом. И это ты. Ну, да, так уж получилось. Вот так. И скромный еще при этом, скромный такой, ну, да. Спасибо большое тебе, конечно, за вот такой небольшой мастер-класс. Ну, время нашего эфира, к сожалению, ограничено. Но я думаю, глядя на тебя, сегодня молодое поколение, которое, допустим, до сих пор сидит и думает, о чем же себе занять свободное время, либо как выбрать себе будущую профессию, глядя на тебя, можно понять, что, в принципе, было бы желание. И ты в своей профессии, если еще любовь есть к ней, можно добиться больших результатов. Спасибо большое. Мы желаем тебе удачи, успехов, хорошей учебы и, знаешь, самое главное, благодарного клиента. О, спасибо.